Самые актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Официальный визит представителей Турецкой Республики в российский Крым. Уже сделан ряд важных заявлений. События, которые произошли в 2014-м на Украине. Государственный переворот или революция достоинства. В Белогорском районе нет воды. Произойдут ли здесь перемены? Редакция журнала «Арзы» встретилась с сотрудниками Крымской медицинской академии. О всем самом интересном смотрите в нашем выпуске. Первый официальный визит представителей Турецкой Республики в российский Крым. В состав делегации вошли члены турецкого парламента, представители правящей партии, представители крупного бизнеса и неправительственных организаций. Сегодня делегация провела ряд встреч, посетила место строительства соборной мечети и Ханский дворец в Бахчисарае. В ходе визита уже сделан ряд важных заявлений. Подробнее в нашем сюжете. Почетных гостей встречали с 3 флагами – российским, крымско-татарским и турецким, как символ мира и прочных взаимоотношений между народами. Крымско-татарские общественники вручили делегатам памятные подарки. Иностранная делегация насчитывает около 30 человек. Глава турецкой делегации Хасан Чингис отметил, что день приезда представителей Турции в Крым войдет в историю. То, что показывают о Крыме западные телеканалы, кардинально отличается от того, что мы видим. Здесь очень теплая атмосфера. Нас гостеприимно встретили. Нас встретили представители нашего братского народа, крымские татары. Они рассказали, что довольны положением вещей на полуострове. В Крыму мир и спокойствие. В аэропорту гостей из Турции встречал и председатель общественной организации Крым-Барлиги и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Нимитуллаев. Он уверен, что делегаты воочию увидят истинное положение дел крымских татар в Крыму и опровергнут информацию, которую трактуют с Запада. Мы сегодня, крымские татары, все жители Крыма, мы сегодня одно целое, потому что у нас семья и наш общий дом – это Крым. И мы им покажем, сколько сделано за 2,5 года, сколько законов принято, как мы живем, здравствуем, что у нас никаких гонений, ничего нет. Они поедут, об этом доложат, выступят у себя на Конгрессе, доложат президенту. И они хотят сюда влаживать инвестиции. Очень много влиятельных бизнесменов летит, едут. Вот над этим мы будем работать. Сегодня первым делом делегация посетила место строительства будущей соборной мечети в Симферополе. Глава турецкой делегации в Крыму, руководитель Турецкой ассоциации евразийских правительств оценил масштабы строительства и пообещал сделать все возможное, чтобы на ее открытии присутствовал президент Турецкой Республики Реджеп Таyyip Эрдоган. Во-первых, я хотел бы выразить огромную благодарность муфтию. Мы прекрасно понимаем, что соборная мечеть строится под патронатом президента Владимира Путина. Мы видим, что крымские татары здесь чувствуют себя нормально, и никаких притеснений тут нет. Мы видим, какое колоссальное строительство здесь идет. После этого гости из Турции возложили цветы к вечному огню. Стоит отметить, что глава делегации Хасан Чингис выразил глубокое соболезнование в связи с гибелью Олега Пешкова, пилота российского бомбардировщика Су-24, сбитого год назад в Сирии. Далее делегация отправилась в Совет министров, где провела встречу с министром экономического развития Республики Крым Валентином Демидовым. Представители турецкого бизнеса рассматривают Крым как трамплин на российский рынок и считают приоритетным вопрос восстановления морского и авиационного сообщения с полуостровом. А еще члены делегации уверяют, что в скором времени санкции Турецкой Республики в отношении России будут отменены. Наша делегация является первой делегацией. В ближайшее время в Крым прибудет еще официальная делегация. Одной из больших проблем являются санкции. И мы видим, что шаг за шагом вопрос о снятии санкций с Крыма в Турции решается. В свою очередь, министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов отметил, что визит делегации позволит создавать выгодные инвестиции на полуострове. Экономика первична, и конкретные дела, конкретные реализации бизнес-проектов, они сделают, так сказать, свое дело, и санкционный режим, который искусственно навязывается западными странами, он постепенно уйдет, и о нем все мы забудем.
будем работать и развивать наши отношения. Особенно интересует турецкую делегацию положение крымских татар. Сегодня вечером гости из Турции направились в Бахчисарай, где посетили один из древних памятников крымско-татарской культуры – Ханский дворец. Султания Ситакаева, Айше Шулакова, Гульнара Каримова, Энвер Аблезис, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Сегодня в Государственном совете Республики Крым под председательством Эдипа Гафарова прошло очередное заседание Комитета по межнациональным отношениям. Главной обсуждаемой темой стала деятельность телерадиокомпании «Миллет» и медиацентра имени Исмаила Гаспринского. Особое внимание депутаты уделили распределению финансирования телеканала «Миллет» на 2017 год. В заседании приняли участие член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель председателя Госкомнадзора, генеральный директор телеканала «Миллет», директор медиацентра имени Исмаила Гаспринского и депутаты парламентского комитета по межнациональным отношениям. С общим докладом о деятельности подведомственных структур, каковым для Госкомнадзора является телеканал «Миллет» и медиацентр имени Исмаила Гаспринского, выступил заместитель председателя комитета Юрий Космынин. Он рассказал об успехах телеканала. Оборудование, то, что планировалось, приобретено. Телерадиокомпания вещает на весь Крым. Мы запустили в этом году и спутниковое вещание. И надеемся, что со следующего года у нас получится, мы уже и начали в этом году серьезную акцию, когда для малоимущих семей телерадиокомпания предоставляет возможность получения спутникового вещания, то есть тюнер, спутниковую антенну. Кроме того, заместитель председателя поднял тему бюджета телеканала. По его словам, 109 миллионов рублей, которые выделены на финансирование телеканала на 2017 год, являются недостаточным. Ведь реальная и обоснованная потребность компании составляет 218 миллионов рублей. Вместе с тем Космынин отметил, что комитет, будучи куратором телеканала, обратился в Министерство финансов Республики Крым, Федеральное агентство по делам национальности и получил следующий ответ. И они нас поддержали, и наше обращение направили в Министерство финансов Российской Федерации о том, что действительно такой телерадиоканал должен существовать, что необходима существенная поддержка. И я надеюсь, что сегодня Заур Усанович как раз в городе Москве в Комитете по делам межнациональных отношений в Госдуму также этот вопрос будет озвучен. После выступления Юрия Космынина участники заседания задали вопросы, связанные с заполнением эфира телеканала. Генеральный директор телеканала «Миллет» Иран Мабетов ответил на вопросы и рассказал о годовалой деятельности телеканала и о будущих проектах. Мы уже сегодня вещаем 50% собственного продукта, полностью заполняем наш эфир с повтором, естественно. На следующий год мы хотим выйти на 70% собственного вещания. Сегодня мы вещаем 50% на русском языке, 50% на крымско-татарском языке. В общем-то, планируется еженедельный выпуск программы «Соцветия», о котором мы говорили. Сейчас вот мы его раз в месяц он у нас выходит, уже вышел. Мы сделали программу про итальянцев. Значит, со следующего года у нас этот проект будет выходить уже еженедельно. Также планируем, у нас уже с сегодняшнего дня выйдет ток-шоу новое в новом формате. И со следующего года у нас еще запланирован ряд программ, которые будут именно собственного производства. Это детские программы, программы культурологические, это программы, связанные с историей Крыма, с историей народов Крыма. И также музыкальные программы. Подробно о финансовом распределении средств «Миллета» рассказала заведующий финансовым отделом Госкомнадзора Наталья Григорьева. Для чего же нам необходимо еще дополнительные 109 миллионов? Значит, первое. Расходы на оплату труда работников организации. У нас штатная численность 150 человек. Следующий вид расходов очень существенный, который занимает большой, огромный объем в общем объеме субсидирования. Расходы на услуги связи. На следующий год для оплаты аналогового, цифрового телевидения, аренды частот радио, что у нас еще, спутниковое вещание, огромный, 63 миллиона. Только на это. И сократить расходы на эти услуги мы не можем. А компания должна жить. В работе этой компании есть потребность наша.
каждого из нас. И мы будем принимать в декабре этот бюджет. Расчеты сделайте нам. Вот представьте все. Мы раздадим депутатам, они его изучат. Внесем предложение. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Искандер Белялов призвал депутатов обратить внимание на то, что на телерадиокомпании работает молодой коллектив. И за короткий промежуток времени канал сделал большой шаг вперед. Я думаю, очень были заданы актуальные вопросы. И я думаю, что именно медиацентр и телерадиокомпания сделают выводы, поправят свои замечания. Но в том же хочу сказать, что, конечно, очень большая работа сделана и телерадиокомпании за этот короткий срок. Надо отдать это должное руководителям этой компании и всем тем людям, которые там работают. Я еще хотел пожелать и пожелал телерадиокомпании, чтобы внесли более таких народностей, которые чтобы показывали их, это караимы, крымчаки, греки, армяне, немцы. Надо уделить им тоже внимание, дать им какую-то часть эфира, чтобы они могли освещать свои проблемы на телерадиокомпании «Миллет». И хотел бы пожелать телерадиокомпании более плодотворной работы. Мы будем помогать ей, чтобы быстрее у нас заработал Ватан. Это наше радио, мы его очень долго ждем, я думаю, и это скоро будет. Проектные сметы и план работы на 2017 год был запрошен как у телеканала «Миллет», так и у медиацентра имени Гаспринского. На следующей неделе по итогам смет состоится очередное заседание комитета. Фатиме Сейтмамут, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». Бывший военнослужащий штаба Черноморского флота, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко задержан Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Леонид Пархоменко, выполняя задания Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота. Федеральной службой безопасности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». В настоящее время ведется следствие. События, которые произошли в 2014 году на Украине, государственный переворот или, как ее называют, революция достоинства. На этот вопрос отвечает украинский политик, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник. Подробнее в следующем сюжете. Произошедшие события в Украине в феврале 2014 года до сих пор обсуждает весь мир. Мнения здесь разделяются. Одни считают, что это была революция за справедливость и за лучшую жизнь, другие же считают это государственным переворотом. Проведя свой анализ, Владимир Олейник отмечает, что эти события – не что иное, как госпереворот и узурпация власти. Напомним, одним из требований Майдана было вернуть Конституцию 2004 года, что подразумевало парламентско-президентскую форму правления. В 2014 году, 21 февраля, был принят закон о возобновлении действий отдельных положений Конституции Украины. То есть вернулись к редакции Конституции 2004 года. Обратите внимание, что этот закон вступает в юридическую силу со следующего дня после опубликования. Это статья 6. И обратите внимание на то, что этот закон подписал председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. На время принятия этого закона и подписания полномочия президента, если он отсутствует не по уважительным причинам, а если нет президента и он отстранен от должности в соответствии с Конституцией, исполняет премьер-министр Украины. Почему так? Потому что до этого была президентско-парламентская модель в Украине. С марта 2014 года парламентско-президентская. Так вот, на момент подписания этого закона Александр Турчинов не имел конституционных полномочий подписывать этот закон. Говоря простым языком, в Украине до сих пор нелегитимная власть. Владимир Олейник уверен, что бывшего президента Украины Виктора Януковича отстранили незаконно. Нам всем известно, что не писал никакого заявления Янукович об отставке. Порошенко на своем твиттере сделал следующее заявление. Это 22 августа 2016 года. Спочатку ми повалили маріонетковий режим Януковича. Що таке повалили? Свергли. Сверження конституційного
строя, захват власти и так далее, является уголовно наказуемым деянием. По сути, является признанием вины или явка с повинной. Потому что лицо признает, что они повалили, свергли то, что признал украинский народ, да и будем говорить откровенно, признали европейцы. Возможно, действительно, акция, которая началась в ноябре, имела мирный характер. Однако в декабре накал эмоций возрос. Воспользовавшись озлобленностью народа, оппозиция развернула настоящую революцию, государственный переворот, который впоследствии мягко и красиво назвала «революцией достоинства». Однако это стало настоящей трагедией для всего государства. Тысячи жертв, гражданская война на Юго-Востоке, раскол государства и экономический кризис. Как говорится, хотели как лучше, а получилось. Нариман Тарсинова, Али Маметов, телеканал «Миллет». Отсутствие воды в сельских районах полуострова является одной из самых острых проблем, волнующих местных жителей уже на протяжении нескольких десятков лет. Произойдут ли перемены и появится ли вода, узнавала наш корреспондент Султания Меджид. Вода является важнейшим ресурсом для поддержания жизни и источником всего живого на Земле. Дефицит пресной питьевой воды знаком человечеству с древнейших времен. С одной из глобальных проблем современности столкнулись жители села Петрова, которое входит в состав Зуйского сельского поселения в Белогорском районе. Местная жительница Анна Цикала рассказывает, что воды не хватает на элементарные бытовые нужды. 3 дня у нас очередность. Одна улица, вторая и третья. 3 дня, на 4-й к нам приходит вода. Буквально 10 ведер, не больше. И вот так. Теперь у нас есть озеро, куда мы ездим или ходим. Потом есть родник, вот там у нас тоже. Это же, ну летом ладно, можно как-то, а зимой? Дорога ледяная, везде камни, ничего не пройдешь, не проедешь, короче говоря. Вот. Старушки так вообще сидят без воды. К нам воду никто не подвозит. Подвоза воды не бывает. Вот так и живем. 6 лет назад в селе Петрова пробурили, но не оформили водяную скважину. С тех пор местные жители не могут решить проблему с доставкой воды в их дома. В село с рабочим визитом приехала депутат Государственного совета Республики Крым Анна Рубель и разъяснила ситуацию для местных жителей. За этот год нами была проделана огромная работа. Конечно, главную ключевую роль выполняют здесь депутаты сельского поселения, это районная администрация, которые подготовили все необходимые документы. В соответствии с распоряжением главы республики подготовили необходимую документацию для передачи этого имущества в собственность ГУП «Вода Крыма». И на сегодняшний день юридически эта скважина наконец оформлена. Осталось решить только некоторые технические моменты. Это набрать персонал квалифицированный, который сможет обслуживать ее, и тогда вода попадет людям в краны, и проблема будет решена. Конечно, есть еще дополнительные моменты, это вопросы согласования, но я думаю, что это будет решаться в рабочем порядке. Нам осталось сделать последний рывок. Глава администрации Зуйского сельского поселения Андрей Лахин отметил, что проблема отсутствия воды актуальна на территории всего полуострова. Мы понимаем, и жители. Сегодня вообще по всей территории очень тяжелая ситуация. Очень мало воды. Вода подается, за исключением поселка Зуя, везде по часам. Родники пересохли, хотя вот в последнее время погода немножко нам сопутствует. Начали наполняться, начали оживать родники. Но в связи с тем, что, наверное, ушла вода из Северокрымского канала, от нас вода очень быстро уходит. Если, скажем, раньше у нас хватало до июля-августа воды, то сейчас уже июнь, воды в родниках почти нет. Дефицит воды затронул жителей села Опытное. Нусрет Усманов проживает здесь уже 27 лет. Он рассказывает, раньше на территории села было 3 живых источника. Сейчас они высохли и воду приходится покупать. Я сам, например, лично в этом году вот так и сяк начал покупать. А сейчас привозят 8 кубов за 2000. Это выходит куб 250 рублей. Ну, и когда как хватает. И у меня 2 головы скотины. И сейчас не знаю, если зима наступит, я не знаю, что со скотинами сделать. Потому что воды нет. Огород у меня он уже не поливается уже сколько лет. Это только для хозяйства и для себя, для нужды. Глава земляничнинского сельского поселения Нина Александровна не прокомментировала ситуацию на камеру. Однако во время беседы она отметила, что в 2017 году будет составлена проектно-сметная документация и вопрос финансирования села войдет в федеральную программу. Султания Меджид, Энвер Аблязиз, телеканал «Миллет».
Редакция журнала «Арзы» и представители Крымско-татарского женского центра «Алема-Нисван» встретились со студентами Крымской медицинской академии. Цель мероприятия – рассказать об издании, поддержать молодые таланты, оказать им информационную поддержку. О ходе мероприятия расскажет Мавиле Юб. С приветственным словом выступила главный редактор журнала «Арзы» Лентара Халилова. Журнал «Арзы» – это продолжение издания «Алема-Нисван», которое печаталось выдающимся просветителем Исмаилом Гаспринским и его дочерью Шевха Ханум в начале 20 века. Рассказывая о журнале, главный редактор подчеркнула, что цель издания – это возрождение и развитие крымско-татарских национальных традиций, языка, культуры, обычаев и обрядов. Нас уже во второй раз приглашают студенты медицинской академии. Нам очень приятно здесь с ними встречаться, они проявляют такой интерес неподдельный, задают вопросы, сами поступают. В прошлый раз молодые люди о Крыме песни пели и задают вопросы и очень активно, не так вот как-то просто слушают. Мы рассказали в наших рубриках и чем, конечно, вызвали такую обратную очень связь интересную. Они очень хорошо реагируют, очень приятно здесь бывать. Поэтесса Ленифер Мамбетова и писательница Венера Рябчикова, известная под псевдонимом Юлдус, рассказали студентам о своем творчестве и продекламировали собственные произведения. Вокалисты Сусана Максутова, Нилюфер Халилова и Анна Андреева исполнили песни на крымско-татарском языке. Молодой модельер Никита Маргуненко рассказал, что нынешняя молодежь проявляет интерес к национальной одежде крымских татар. На сегодняшний день, конечно, модно в национальном стиле одежда, лишь потому даже, что она выделяет человека, она показывает его корни, она раскрывает его принадлежность к какой-то национальности, раскрывает его культуру. И это как бы оригинально, необычно и интересно окружающим. Журнал «Арзы» рассказывает читателям о традициях крымско-татарского народа, о талантливых людях и об особенностях национальной кухни. Издание интересно для людей всех возрастов. Мавиле Юб, Аблязис, телеканал Миллет. В Алуште воспитанники детского сада номер 10 изучают крымско-татарский язык. Кружок посещают дети разных национальностей. Как проходят занятия, знает наш корреспондент Султания Ситакаева. Кружок «Кунешчик» посещают дети от 3 до 7 лет. Занятия проходят в свободной игровой форме 2 раза в неделю. Воспитатель Зера Меджидова рассказала, что дети проявляют активность и изучают новые слова на крымско-татарском языке. Про семью, про времена года, дикие домашние животные, предметы обихода. Также мы осенью, допустим, актуальна тема овощи и фрукты. Айша Мазинова рассказывает, она долго выбирала детский сад для своей внучки Самиры. Теперь Самира с удовольствием посещает кружок и уже поет песни на крымско-татарском языке и рассказывает стихи. Мы долго выбирали детский садик для нашей девочки, для внучки моей, но выбрали именно этот по той причине, что только здесь, в Алуште, ведутся занятия на татарском языке. Не ашай, Самира, курсет. Балалар, не берут. Дети знают не только четверостишье, но и загадывают крымско-татарские загадки и исполняют народные танцы. Родители считают, что изучение родного языка необходимо для их детей. Крымско-татарский язык развивает ребенка и расширяет его кругозор. Потому что для меня это важно, чтобы ребенок изучал родной язык, чтобы он общался с детьми, своими сверстниками, также на татарском языке, даже с детками постарше. Меня это очень привлекает. Дети в торжественной обстановке провели осень и закрепили знания слов на осеннюю тематику. Теперь они готовятся к праздникам зимы. Султания Ситакаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Сегодня наша съемочная группа побывала в гостях у талантливых Акима и Сервера Исмаиловых. Спортсмен Сервер Исмаилов в прошлом году завоевал звание чемпиона России по карате, а Аким Исмаилов получил сертификат на поездку в Москву на музыкальный фестиваль. Наш корреспондент Алимека Айбулаева побеседовала с юными талантами.
Талантливые люди, талантливы во всем, так можно сказать о семье Исмаиловых. У каждого члена семьи свое хобби и увлечение. Сыновья Ленары Исмаиловой, Сервер и Аким давно стали местными знаменитостями села Винницкое. В свои 15 лет Сервер уже завоевал титул мастера спорта и звание чемпиона России по карате. Младший сын Исмаиловых, Аким, талантливый музыкант. Главная опора и поддержка юношей их мама. Она всегда вдохновляет ребят на новые победы и помогает в нужный момент. Сбылась ихняя мечта, во-первых, чтобы они стали спортсменами, знаменитыми музыкантами. Вот. Большое спасибо учителям. Я их поддерживаю. Я со старшим Сервером часто езжу на соревнования, за него болею, переживаю. Иногда бывает так, что я сразу с соревнования переодеваюсь и бегом бегу на концерты. Участвуем в конкурсах, с младшим ездим тоже. Сервер Исмаилов занимается киокушинкай карате 6 лет. Каждое утро начинается с разминки и физических упражнений. Отжимания, пресс, бег – все это приносит удовольствие Серверу. У спортсмена уже много наград, дипломы, грамоты, кубки из разных регионов Украины и Российской Федерации. Однако больше всего он гордится кубком и медалью за 2-е место, который Сервера наградили на соревнованиях в Москве. Юноша является обладателем коричневого пояса с золотой полосой. Спортсмен признается, поддержка мамы помогает побеждать. В будущем Сервер мечтает достичь большего успеха в спорте и стать полезным для общества. Я занимаюсь карате киокушинкай. Мне этот вид спорта нравится, потому что я люблю драться. Я в общем не считал, сколько у меня наград. Нельзя считать свои награды, потому что будешь проигрывать. На все турниры езжу с мамой. Она меня всегда поддерживает. Из-за этого я выигрываю бои. Я хотел открыть свою секцию карате, набрать детей, тренировать их. И чтобы я их натренировал, и они выросли, занимали места по России. Младший брат Сервера, 11-летний Аким Исмаилов, пошел по стопам отца. Он мечтает стать выдающимся музыкантом. Аким играет на фортепиано и трубе. Ни одно семейное торжество и школьный концерт не обходятся без выступления юного музыканта. Аким исполнил музыкальное произведение специально для нашей съемочной группы. Аким стал обладателем сертификата на поездку в Москву. Сейчас юноша усердно готовится к выступлению в столице. У меня бабака играет на трубе. Я тоже хотел играть на трубе. Я сначала пошел на фортепиано, а потом мне она дала на трубу. И я и занимаюсь. На фортепиано 5 лет, а на трубе 2. Мне нравится ансамбль Хайтарма. И я в будущем хочу стать музыкантом. И хочу играть на трубе в Крымско-татарском театре. Дедушка Александр Немитулаев рассказывает, очень гордится внуками и поддерживает их во всех начинаниях. У нас каждый день так. Утром, в обед, вечером. После школы я везу его на тренировки в Николаевку. Мы туда ездим каждый день. А младший внук занимается музыкой. Конечно, мои внуки очень послушные. В школе хорошо учатся и по дому помогают. Я очень доволен своими внуками. Мама талантливых ребят Ленара Исмаилова считает, что без родительской поддержки дети не смогут развить свой талант. Наша команда желает творческих и спортивных успехов юношам. Алимия Кайбулаева, Ибраим Ганиев, телеканал «Милет». Крымчанин Сергей Корякин белыми фигурами сыграл в ничью с Магнусом Карлсоном из Норвегии в 9-й партии проходящего в Нью-Йорке матча за звание чемпиона мира по шахматам. Накануне соперники провели за доской 6 часов и после 74 ходов согласились на перемирие. Сергей Корякин уточнил, что самым сложным в 9-й партии, возможно, был 39-й ход слоном на F7, над которым крымский шахматист раздумывал около 25 минут. Я потратил немало времени на этот ход, также рассматривая возможность ходить ферзем на b3. Не так-то просто отдать слона, и мне показалось, что это неплохой вариант. К сожалению, этого не хватило для победы. Мне кажется, в определенный момент мое положение было намного лучше. Но я не нашел возможности совершить решающую атаку. А затем Карлсон нашел прекрасный ход. На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних событий. До встречи!